Предлагаем вашему вниманию блок свежей информации. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Якутске завершат строительство 2 долгостроев. Часть обманутых дольщиков получат компенсации. Сколько объектов попали в реестр? Получать пятерки гораздо приятнее в родных стенах. Ученики начальных классов 2-й школы в Ленске вернулись в свой корпус. Праздник относительно молодой, но поклонников этого вида спорта становится только больше. Всемирный день тенниса отмечается сегодня. Президент Владимир Путин поручил проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы сократить разрыв со среднероссийским уровнем. Кроме того, правительству поручено совместно с властями субъектов ДФО проработать вопрос реализации дополнительных мер, направленных на развитие региональных систем здравоохранения. Республиканский фонд защиты прав дольщиков приобрел права и обязанности застройщика-банкрота Черов и Ко. В список объектов, которые будут достраиваться при содействии фонда, вошли 2 многоквартирных дома. Это блоки Г1 и Г2 в микрорайоне Ильинка в Якутске. Кроме того, в списке еще один недостроенный проект компании «Монолитстрой», находящийся на улице Автодорожная. Срок, установленный законом на достройку, 3 года. Но в фонде заверили, что этот процесс, возможно, будет ускорен. Главное – пройти всю бумажную волокиту, в том числе и обследование фундамента объектов. Параллельно выплачивают компенсации по другим недостроенным домам. Всего в республиканский реестр пока внесено 4 недостроенных дома. На все эти цели из федерального бюджета регион привлечет порядка $500 миллиарда рублей. Было принято решение арбитражным судом о том, что положительное решение, о том, что все права и обязанности по перечисленным объектам передаются региональному фонду защиты прав граждан, участников долевого строительства. Что это означает? Это означает, что все права по земельному участку, по проектно-сметной документации, соответственно, все обязательства застройщика по строительству, завершению строительством и передаче гражданам этих помещений. 4 объекта, по которым будет выплачена компенсация гражданам, это 2 объекта «Семир» и 2 объекта «Черов и компания». То есть это объекты, где очень низкая строительная готовность, поэтому принято решение, что строительство уже нецелесообразно и гражданам выплачивается возмещение. Сейчас к эпидобстановке в регионе. По информации Оперштаба, за сутки в Якутии выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Якутске 19, еще в 8 районах заболели по 1 человеку. За сутки лаборатории республики провели 183 исследования на коронавирус. Продолжается вакцинация в Якутии. Ее проводят в 44 медицинских организациях, в которых развернуто 156 пунктов. Созданы 110 мобильных бригад. В республику поступило всего 100 912 доз вакцин. Использовано чуть более 62% от поступившего в регион препарата. Также более 80% постояльцев соцучреждений Якутии прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда региона. Вакцинировано 1980 сотрудников сферы соцобслуживания, 970 получателей соцуслуг в стационаре и 187 получателей услуг на дому, говорится в сообщении. Отмечается, что вакцинация проводится только тем лицам, у кого отсутствуют противопоказания. К другим темам: получать пятерки интереснее в обновленных кабинетах и в родном здании. Ученики начальных классов школы номер 2 города Ленска вернулись в свой корпус. Больше года они обучались в здании большой школы, пока шел ремонт. Маленькие хозяева принимают работу строителей и оценивают все на отлично. Анна Кожевникова приняла участие в торжестве. Наша школа просто супер, наша школа просто класс. Мы хотели бы поздравить с праздником всех вас. Торжественная линейка в начальной школе номер 2 ознаменовала открытие здания. Больше года проходила реконструкция этого корпуса. На все работы ушло 46 миллионов рублей. Их выделили из бюджета районной администрации. Полностью заменили канализационную систему, внутри провели перепланировку и капремонт. Построили за 400 с лишним дней. Конечно, большая сумма ушла финансов, но хочу сказать спасибо администрации Ленского района, подрядчикам, УКСу, Управлению капитального строительства.
Между левым и правым крылом раньше не было прохода. По пожарной безопасности так не положено. Поэтому появился сплошной коридор. А в дополнение новые кабинеты. Обновленные, светлые. На 3-м этаже просторная рекреация, где можно отдохнуть на перемене. Такие преобразования оценили и дети, и родители. Как бы школа целая уютная, светлая. Мы очень рады. Нам, конечно, осталось немножко здесь. Мы 4-й класс, заключительный уже. Но дети рады, да. Там новые парты, новые кабинеты информатики. Очень красивые, как бы и рекреация. Все, что светло, красиво, уютно. Конечно, такой ремонт – большой подарок учителям. Ведь куда приятнее сеять доброе и светлое в комфортных условиях с современным оснащением. Мы очень рады, мы очень счастливы, что ждали очень долго это событие. Наконец-то оно свершилось. Мы вернули свои родные пенаты. Школа наша преобразилась. Появилось очень много новых кабинетов. Они по новым стандартам сделаны. И кабинет информатики у нас очень хороший, спортзал. И все вот эти кабинеты, они созданы для благополучного, для успешного обучения наших ребятишек. А маленькие хозяева пока только осматриваются. Им нравится все от цвета стен до встроенных шкафчиков в кабинетах. Сделали нам шкафчик в стене, вместо того, как у нас там тумбочка стояла. Когда проходишь по школе, прям такие эмоции, как будто ты попал в какую-то другую страну. Такая яркая стала, красивая очень. Хочется в такой школе учиться? Да, очень хочется. Конечно, жалко, что мы только 2 месяца поучимся, но и то очень рада, то, что мы хотя бы 2 месяца, но поучимся. В такой школе, как отметили ученики, возрастает желание учиться лучше и получать 5. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Спасали домашних животных, приносили продукты и лекарства. Год назад в Айхале начал работать штаб волонтеров акции «Мы вместе». Добровольцы в основном помогали самоизолированным людям во время пандемии коронавируса. Сколько заявок приняли и кому помогли волонтеры, расскажет Оксана Мезенцева. 2, 3, 4, 5. Руководитель штаба волонтеров Евгения Масленникова считает количество масок и перчаток. СИЗы могут пригодиться в любой момент. Заявки в штаб от айхальцев уже не поступают, однако волонтеры всегда начеку. В 2020 году они приняли 213 заявок. Пока люди сидели на самоизоляции, волонтеры приносили им продукты, лекарства и бытовую химию. Иногда решали и бумажные вопросы. Однажды нам в штаб поступила не совсем обычная заявка. Заявка на спасение маленького джунгарского хомяка. Он упал со стола и вывихнул челюсти. А волонтеры акции «Мы вместе» с удовольствием спасли хомяка, отнесли его в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. А еще помогли вылечить попугая, вернули со спортзала забытый коврик для фитнеса. Семья Сарданы Кутуковой самоизолировалась дважды. Сначала дом закрывали на карантин, потом ожидали результатов теста на коронавирус. Волонтеры были подготовлены очень хорошо. Они знали на определенный товар определенную цену, где им покупать и какой товар лучше людям нравится. Они были к этому очень подкованы. И поэтому довольно-таки быстро назвали сумму, которую я должна им перевести, чтобы они все это закупили. В айхальском волонтерском штабе работали 22 волонтера. Все они прошли обучение и получили доступ к работе. Обращения принимали ежедневно. Ольга Клюева работала в колл-центре штаба. Всегда была на связи с пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. За месяцы работы сделала десятки звонков. Кто-то нуждался в простом общении, другим была необходима реальная помощь. И будучи историком, я понимала, что пандемия будет подобной тем, что были в средние века, чума и так далее. И, конечно, я не могла остаться в стране. Я уже вошла в штаб поселка Айхал и попросилась вести деятельность волонтера, так как считала, что я должна была это сделать. Работу айхальских добровольцев отметили Министерство молодежи Якутии и районная администрация. Волонтеры получили благодарственные письма разного уровня. Последнюю заявку штаб получил еще в сентябре 2020 года. Однако волонтеры акции «Мы вместе» всегда на связи. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Сегодня отмечается Всемирный день тенниса. Праздник достаточно молодой. Впервые его начали проводить некоторые страны мира в 2015 году. Несмотря на это, спортивное торжество достаточно быстро распространилось. В его честь зачастую проводится множество мероприятий. Среди них выделяются не только соревнования, в которых принимают участие профессиональные теннисисты. Праздник также объединяет любителей и тех, кто только собирается увлечься данным видом спорта.
В Якутии особой популярностью пользуется настольный теннис. Этим видом спорта с удовольствием занимаются как взрослые, так и дети. Настольный теннис очень популярный вид спорта в странах Азии. Вот, в Китае, Японии, Корее. У них везде стоят, в каждом парке стоят, вот столы стоят, в каждой школе столы. Урок настольного тенниса в школах есть. Вот у них началось все от массовости началось, потом уже перешло в качество. Нам тоже надо массовость развить у нас сначала в республике, что в каждой школе стол стоял, вот в парках тоже пожилые люди и молодые, и дети все играли в настольный теннис, чтобы была заинтересованность настольным теннисом. К этой минуте это вся информация. Мы следим за развитием событий. Увидимся в следующем часе.